смотрите, у нас сейчас на государственном уровне два языка, русский и белорусский. Как вы считаете, правильно? Вот ваше видение, допустим. И существует ли какая-то статистика, сколько людей хочет говорить на белорусской мове, сколько на русском, или надо создавать какие-то дополнительные школы, или хватает? Нет. Да, у нас два государственных языка, но реально Лукашенко сделал все возможное, чтобы уничтожить белорусский язык. Мы столкнулись с такой ситуацией, что новое поколение уже с трудом читает по-белорусски, с трудом понимает. Это все была плата Лукашенко за эти деньги из Москвы, за его содержание. Он создал эту ситуацию, что у нас уже реально один язык. Я думаю, что эту ситуацию надо исправлять. Исправлять в каком смысле? У нас в нашем регионе нацией считалось сообщество людей, имеющих свой отдельный язык. И государственность, независимость у нас получали как раз именно нации. Есть язык, значит вы нация. А раз вы нация, вот страна, все это признавали. Если же начнется обратный процесс, если у вас нет своего языка, значит, вы не нация, а вы говорите на другом языке, значит, вы часть этой нации. И тогда рано или поздно станет вопрос о государстве. Он встанет. Он периодически мы слышим из Москвы на более высоком уровне, что белорусы это не отдельная нация, у них нет своего языка, они говорят на русском, и они должны эту свою Филькину государственность оставить и идти в состав России. Уже Путин говорит, мы один народ. Что это значит? Последний раз Европа от лидера страны слышала это в 1938 году. Когда Гитлер сказал это по отношению к Австрии, а потом случился аншлюз. Вот. А если будет попытка аннексии, то часть белорусов, которые говорят на русском языке, будут ее защищать, нашу страну независимость. И мы нарвемся на войну. Я не сторонник того, чтобы кого-то заставлять на каком-то языке, кого-то руки закручивать. Ведь мы уже хотим демократию. Эти люди потом придут на выборы, проголосуют за очередное колхозное чудо, которое пообещают опять вернуть нормальный человеческий язык. Я думаю, что человек сам должен выбирать язык общения, образования. Но в стране должно быть реально сейчас два государственных языка. Что это означает? Обычно в мире два государственных языка означают, что гражданин обращается к государству на одном из них, а государство отвечает ему на языке обращения. То есть чиновники, работающие с людьми, депутаты парламента, а уж тем более президент, должны владеть обоими государственными языками. В такой ситуации допускаются и проводятся экзамены на владение государственным языком для чиновников, работающих с людьми, для кандидатов в депутаты парламента и тем более президента. Вот. И это позволит создать спрос, престиж языка. И тем более государство должно, наверное, как-то стимулировать тех, кто владеет, сохраняет язык. Я говорю, не цель заставить забыть русский. В конце концов, в наше время, когда нация говорит на нескольких языках, голландцы, они поголовно говорят на английском, 95%. И, конечно, 100% говорят на своем языке. Это конкурентное преимущество. Но если у нас хотя бы среди элит государственных не будет белорусского языка в природе, если хотя бы 30% людей по образованию не будут им владеть, к этому надо долго идти, то у нас рано или поздно власть поменяется. Путин это еще, поверьте, не худший вариант. В России могут быть всякие пертурбации. И мы окажемся, что у нас будет за Днепром стоять несколько дивизий, говорит, все, поигрались уже наши, мы же не отличаемся ничем. У нас же один язык. Поэтому, еще раз говорю, язык надо сохранить, но нельзя это делать принуждением и насилием. Но если ты хочешь быть президентом, депутатом парламента или чиновником, будь добр, знай оба государственных языка. Вот моя позиция.